Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатуллина и о картине дня. В Нижнекамском районе сегодня простились с Викторией Зубаревой, которую накануне жестоко убил муж, запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии и иерей Михаил. На панихиду в церковь поселка Красный Ключ пришли сотни людей. Большинство, говорят, запомнят ее как добрую и отзывчивую женщину. Эту семью здесь знали хорошо. Михаил Зубарев был священником в Казанском храме. С октября находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви. Накануне стало известно, что Михаил Зубарев с особой жестокостью убил супругу на глазах дочери. Всегда она добродушная такая была. Это словами не скажешь. Очень светлая. Правая рука у батюшки. Всегда с ним ходила. Всегда переживала вместе с ним и радость, и горе. И сегодня Нижнекамский суд избрал меру пресечения Михаилу Зубареву. В зал суда его завели под конвоем. Наручники не сняли даже в камере. Мужчина постоянно прикрывал лицо руками. Судья на время процесса удалил журналистов из зала. Причина – наличие у подозреваемого несовершеннолетних детей и разглашение подробностей личной жизни. Журналистов пригласили только на оглашение резолютивной части. Михаила Зубарева заключили под стражу на 2 месяца до 31 декабря. Мужчину дважды просил судью назначить ему медицинскую экспертизу. Единственное, что я просил, чтобы сделали освидетельствование психологической психотерапии. Прокуратура Нижнекамска начала проверку после ЧП с подростком. В соцсетях распространилось видео, как несовершеннолетний спит в подъезде, а после этого женщина выпроваживает его на улицу. Как позже она рассказала нам, но лица просила не показывать. Она хотела помочь, накормить и отвезти домой, но ребенок отказался и ушел на улицу. У меня сразу мысли были, разбудить ребенка, может быть, ему нужна медицинская помощь, да, мы же не знаем, может, он замерз. И если нужна какая-то помощь, я на машине, думаю, отвезу, покормлю, может, что-то сделаю, придумаю. Я сама растерялась, в этой ситуации. Я разбудила ребенка, и он мне сразу сказал, что с ним все хорошо, и он пришел к другу в такую-то квартиру и пошел в ту сторону. Я говорю, почему ты ночевал здесь? Он говорит, я жду его, и мы пойдем играть в хоккей. Я поговорила с ним, все хорошо, и он ушел. Позже этого мальчика нашли рядом с одним из торговых центров. Оказалось, что он провел в подъезде всю ночь. Что заставило его это сделать, куда смотрели родители, предстоит разобраться надзорным органам. На контроль ситуацию взяла и детский омбудсмен республики. Прокуратура Нижнекамска проверит соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе соответствующих профильных служб. Вопрос о необходимых мерах реагирования будет решаться по итогам надзорных мероприятий. В любом случае, каждый здравомыслящий человек в этой ситуации должен ребенку помочь, взять его за руку, хотя бы отвезти в полицию, для того, чтобы можно было понять, как его зовут, где он живет, почему такая ситуация произошла. Сегодня Рустам Минниханов посетил новые научно-образовательные пространства КНИТУ КХТИ. Место, где готовят инженерную элиту республики и разрабатывают инновационные решения для промышленности. Сейчас в вузе обучаются больше 20 тысяч студентов. Все они участвуют в проектах российского и мирового уровня. Рустам Минниханов увидел, как ребята осваивают лаборатории будущего. Может ли такая подготовка студентов решить кадровую проблему промышленности, расскажет Рамиль Галиуллин. Для лаборантов, получается, для сотрудников спецслужб. На этих манекенах спецкостюмы для любой отрасли. В этом инжиниринговом центре студенты занимаются пошивом и внедрением различных средств защиты для промышленных предприятий. Мы в нашем университете разрабатываем не только дизайн изделий, но и разрабатываем эргономику этих изделий, подбираем материалы, разрабатываем современные материалы. На базе нашего института проводятся исследования по созданию новых материалов с повышенными защитными свойствами. Тоже интересный проект на ООО «Спецоборона». Это технологии герметизации швов. Учебные мастерские КНИТУ сегодня осмотрел Рустам Минниханов. Как говорят студенты, создание спецодежды – работа бережная и тонкая. Все начинается на бумаге. На предмете информационной технологии мы разработали ряд спецодежды. И сейчас подбираем наиболее подходящее цветовое решение, которое будет выигрышнее смотреться в какой-либо отрасли.
Сегодня в линейке продукции молодых мастеров КНИТУ несколько десятков наименований. Отдельное направление в работе креативного пространства – создание новых моделей одежды на основе татарского народного костюма. На них особое внимание обратил Рустам Минниханов. Он напомнил, в здании ЦУМа планируется открыть Центр народно-художественных промыслов и пообещал предоставить там университету отдельную площадку. Где ЦУМ, вот здесь мы обязательно вам предоставим там площадку. Где ЦУМ. Да. И не только образовательно, но и повышение квалификации там с туристами, индивидуальные заказы. Сюда-то не очень дойдут, а вот там. Производством одежды занимается больше 200 студентов. Сегодня профессия на пике спроса, отмечают преподаватели. Во-первых, на подъеме в рамках импортозамещения производители стали обращаться с большим количеством запросов в научные учреждения, в том числе в университет. Это исследования по изменению свойств материалов, это запрос на технологов производства по швейным изделиям, изделиям специального назначения. Непосредственно стал большой спрос на конструкторов. А про дизайнеры не всегда были штучный товар. Увидел Рустам Минниханов и цифровые горизонты. Так называется новый класс, открывшийся в марте. Вот где действительно простор для инженерной мысли. То есть у нас коричневая – это сама нефть, которая приходит на это производство. И дальше уже идет разветвление. То есть желтым – это газы, которые отходят уже из колонны К1, а красным – это теплоноситель. Здесь магистры разрабатывают цифровые двойники, как действующих, так и планируемых производств. Проще говоря, это виртуальная среда для моделирования разных условий в рабочем процессе. Это трехмерная модель существующего реального предприятия, которая реально цифровая, то есть ей можно управлять, в аппарат можно погружаться, смотреть внутренние устройства. И все это делается в результате того, что ребята проходят на практике. Создание класса стало результатом поддержки КНИТУ крупнейших предприятий нефтегазовой отрасли. Все цифровые решения отечественные. Прямо из лаборатории ребята могут отправиться на крупные промышленные предприятия, например, на газораспределительную станцию, правда виртуальную. В учебе студентам помогают очки дополненной реальности. На таких тренажерах можно отработать различные навыки, например, обслуживание станции или аварийной ситуации. Сегодня КНИТУ – один из основных поставщиков инженерных кадров. Здесь учатся больше 20 тысяч студентов и аспирантов. К концу учебы многие из них уже готовые специалисты для крупнейших компаний различных областей промышленности. Мы же готовим не только инженеров, химиков, технологов, но мы и готовим всех сопутствующих специальностей, которые необходимы на химпредприятиях. Это и механики, и автоматизация, и экологи. И потребность в них колоссальная фактически на всех предприятиях. Наших студентов от основных профилей, но уже работодатели с ними начинают работать на вторых-третьих курсах. Если мы обучаем студентов информационного моделирования... Рустам Минниханов ознакомился с работой нового пространства «Цифтех». Здесь реализуются программы доп. Образования для студентов и специалистов по 3D-моделированию. Проект создан совместно с промышленным партнером передовой инженерной школы «Промхимтех». Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Мы продолжаем серию журналистских расследований о том, как выстроена работа по информированию населения о контрактной службе. Накануне мы рассказывали о проблемах в Зеленодольском военкомате, невозможности получить полную информацию в Нижнекамском и Челнинском военных комиссариатах. Сегодня речь пойдет о Лениногорске. Наша съемочная группа отправилась туда, чтобы пройти путь будущего контрактника, и столкнулась с настоящими испытаниями. Репортаж Рамиль Шайдульна. Оживленный перекресток у одного из центральных проспектов Лениногорска. Именно здесь расположен районный военкомат. Несмотря на оживленность места, у здания ни души. Лишь одинокий патруль полиции, да идущий к зданию журналист. Это мы идем в военкомат под видом желающего заключить контракт. Входим в здание, узнаем, что человека, отвечающего за набор, на месте нет. Хотя, говорят, он будет, возможно, после обеда. После обеда, а обед у вас до скольки? То есть к часу нужно пойти, да? Или к 2? Обещаю. Она ничего не сказала, она тут ключи оставила и уехала. Уже после такого ответа потенциальному претенденту оставалось просто развернуться и уйти. Но мы настойчиво продолжили просить помочь. Только информация?
Или уже как-то оформляться вы? Сначала информацию узнать, потом может оформляться. 3-й этаж, 19-й кабинет. Поднимаемся на 3-й этаж и пытаемся пройти в названный кабинет, но и здесь очередное препятствие. Оказалось, дверь опечатана, и даже подходить к ней, по мнению сотрудников военкомата, нельзя никому, кроме них, как говорится, без объяснения причин. Я здесь, закрыто же было. Ну вот это же опечатано. Я слушаю вас. Вновь представившись и рассказав свою историю, мы спросили, ждать ли сегодня нужного специалиста. Как мы и думали, делать это было бессмысленно. Как раз повезла ребят заключать контракт. Сегодня она еще и к тому поедет. То есть может сегодня и не быть. Да. Разрекламированный принцип единого окна в Лениногорске в деле не увидели. Пришлось бегать из кабинета в кабинет. В конце концов, встретивший нас сотрудник согласилась проконсультировать сама. Вы служили ранее? Да. Для журналистского эксперимента мы придумали легенду о том, как житель Марий-Эл собирается заключить контракт в Татарстане. Приличают республиканские подъемные. Татарстан платит 305 тысяч рублей, в Марий-Эл только 50. Еще 105 тысяч выплачивает ДОСААФ. Выплаты РАИСа появились. Это только мобилизованным и срочникам. Рассказали и о льготах для семьи. Если нет детей и жены, то их получат родители. Правда, пока не все. Льготы только вывоз мусора пока. Угу. И плюс у нас даже есть люди, родители, которые пожилые, если они добились без очереди санаторий. Затем сотрудница военкомата рассказала о процессе заключения контракта. С учетом медкомиссии пройти должно не более пары недель. В среднюю неделю проходите медкомиссию, и затем подписываете контракт. Мы в соседних городах, у нас представители приезжают. Может быть, на следующей неделе к нам приедут вот так вот. У нас здесь заключите контракт. Потом мы формируем личное дело, все это комплектуем, увозим в Казань сами. Затем, когда вы подпишете контракт, у вас есть неделя на сборы. На заключение контракта тоже везем. И в Казань на справку тоже везем. Беседа продлилась около 10 минут. После, покинув военкомат, мы пытались войти в него уже как журналисты, чтобы побеседовать с военным комиссаром. Но сделать этого нам не дали, а военкома тоже не оказалось на месте. Отвечать на вопрос, когда он будет, нам тоже не захотели. Снимать что-либо на камеру запретила уже полиция. Если запрет на съемки в военкомате вполне понятен, то вот эта ситуация вызывает все больше вопросов в городе. И, к слову, не только в Лениногорске почти не встретишь плакатов с призывом на контрактную военную службу. На имеющихся билбордах есть все. От поздравлений с днем рождения до рекламы драгоценностей и новинок автопрома. Но информацию для тех, кто может и хочет защищать свою страну, вешают там, где ее почти никто не видит. Единственное место, которое в городе, видимо, посчитали подходящим для размещения такого плаката, нашлось в продуктовом магазине. Вот здесь, между шкафом для хранения ручной клади и автоматом по продаже жевательных резинок. Прямо над весами и прибором для проверки качества куриных яиц. Больше подобных изображений, а вместе с тем и информации о возможности заключения контракта мы не нашли. И не только мы. А где у нас есть? Не знаю. Вот я тоже не знаю. В магазинах висят, а так что в городе нет. Ну, я здесь не замечал, кажется. Вот сейчас я прошелся, нет. В центре города и черте города особо нет, не видел такого. Но при въезде и при выезде, да, они были. Значит, надо такую службу. Чтобы регулировать? Да, ну конечно, как же. Чтобы все видели в видных местах. Пока в республике активно идет набор на контрактную службу, как это сделать в Лениногорске, похоже, знают даже не все местные жители, кроме тех, кто ходит в продуктовые магазины. Видимо, пока в районе считают, что путь настоящего защитника Отечества начинается именно с них. Рамиль Шайдун, Алмазединов, ТНВ, Лениногорск. Сегодня мы вновь попробовали дозвониться до военкоматов республики, чтобы проверить, насколько готовы нам объяснить условия заключения контракта. Это военные комиссариаты Лениногорска и Зеленодольска. И там мы побывали в эти дни. Как выяснилось, информация о выходе репортажа до них дошла. Но и сегодня дозвониться до военкоматов у нас получилось с трудом. Здравствуйте, это военкомат. Да, все. Хотел узнать по поводу контрактной службы. К кому можно обратиться? Перезвоните, пожалуйста, 50902. На второй день обзвона военкоматов ситуация еще не начала меняться в лучшую сторону. На том конце провода Лениногорск. И здесь сразу же посылают по другому номеру. По нему, правда, сразу взяли, но оказалось, что снова не те. Военкомат. Здрасте. Хотел узнать по поводу контракта. Ага, еще раз по этому номеру перезвоните. Дозвониться до нужного кабинета нам удалось только с третьей попытки. Только вот незадача. Специалиста почему-то опять не оказалось на месте. Молодой человек.
Да. А насчет контракта? Да. Ага, она уехала. Она подъедет, наверное, через часов. Можете перезвонить? И пока лениногорский специалист едет на работу, мы решили не сидеть сложа руки, а позвонить в Зеленодольский военкомат. Там мы побывали во вторник. Надеялись, что сегодня потенциальному претенденту на заключение контракта помогут. У этого военного комиссариата на сайте указано сразу 2 номера. По первому номеру Зеленодольский военкомат не берет. Попробуем позвонить по второму. Здесь дозвониться удалось уже со 2-й попытки, но специалист на том конце провода не сразу пошла навстречу. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вот узнать по поводу заключения контракта, какие условия, какие есть льготы, как заключить. Я сам просто в другом регионе. Я поняла, мы просто по телефону такую информацию не даем. Вы приходите к нам своими билетами с паспортом. Здесь мы все вам брошюрки, все даем на месте, все объясняем. Предложение выглядело более чем странным, ведь только вчера мы рассказывали, что пока в военкомате идет капитальный ремонт. Все настолько заняты работами, что времени на объяснение вряд ли у кого-либо найдется. Да и где в таких условиях принимать потенциальных контрактников, но специалиста это, видимо, не смутило. Тем более оказалось, что им нужно время и какая-то брошюра. Вы знаете, у меня очень под рукой вообще ничего нет. У нас есть такая брошюрка, и там все полностью расписано, какие выплаты, что. Во-первых. Во-вторых, мы смотрим военный билет, служили бы в армии, нет. Начинаем с этого. Ну, я могу Какая у вас медкомиссия, что у вас со здоровьем? Но медкомиссию уже я потом буду проходить. Я могу сейчас рассказать. В любом случае, нам нужно посмотреть ваш военный билет по телефону. Вот как мы с вами по телефону? Мы же с вами заключать не будем контракт? Мы вновь напомнили, что звоним из другого региона и просто хотим узнать, какие условия предоставляются в Татарстане. Но даже так ответить на наши вопросы по телефону нам или не смогли, или не захотели. Выплаты еще появились новые. Я вот читал, Раиса, были выплаты Раисы Республики. Это у вас есть? От этого, может быть, вот насчет этого я не могу вам сказать. Пока в военкоматах не могут сказать, наверное, многие не могут встать на защиту нашей страны. Ведь как заключать контракт, если до нужного специалиста нельзя дозвониться даже с 3-го раза? Рамиль Шайдуллин, Антиль Гарипов, ТНВ, Казань. Президент России поручил принять меры по стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Кто ответственный и когда держать ответ перед Владимиром Путиным, читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане по поручению Рустама Минниханова заработает Центр сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям сектора Газа. Он откроется завтра в Казани и будет работать с 9 утра до 5 вечера. Помощь собирают по 3 адресам. Малогабаритные вещи можно приносить в казанский офис движения Ярдам-Яныша, помощь рядом, на Патриса Лумумбы, дом 4. Крупногабаритный груз примут на Мазита Гафури, 46. Еще один пункт сбора открыл фонд «Закят» по улице Тукая, 89. Духовное управление мусульман республики совместно с египетским фондом «Красный полумесяц» определили перечень необходимых товаров и продовольствия. Все подробности можно уточнить по указанным телефонам. Также список необходимых вещей размещен на сайте yardam.rf. Открыт расчетный счет. Реквизиты благотворительного фонда «Акбар Созидания» на экране. Средства нужно отправить с пометкой для оказания помощи пострадавшим в секторе Газа. Сегодня на сессии Госсовета Фарид Мухаммедшин призвал Роскомнадзор усилить работу по пресечению распространения деструктивной информации в интернете. В рамках правительственного часа руководитель Татарстанского управления Юрий Никитин рассказал депутатам о текущей работе. Как он отметил, сейчас по всей стране усовершенствуют IT-инфраструктуру для предотвращения хакерских атак. Фарид Мухаммедшин обратил внимание, благодаря новым технологиям возросла скорость распространения информации, в том числе и деструктивной. И контролирующим органам на это нужно реагировать оперативнее. Обратите внимание, случай в Дагестане. Следите же за ситуацией. Так быстро собрать народ, тут если нам, депутатам, поручат, ты так народ не соберешь. А тут собрались, значит, и целую вакханалию там устроили. Другого органа нет, федеральная служба, которую вы возглавляете, усилить эту работу. Не бойтесь где-то получите замечания за отключение, там, может быть, и так далее. Но это дело надо пресекать. В Казани сегодня собрались сотни талантливых журналистов со всей России. Они лучше всех освещают жизнь и традиции народов нашей большой страны. В 14-й раз в Татарстане прошла церемония награждения всероссийского конкурса «Многоликая Россия». В этом году работы представили 38 регионов. Это более 800 репортажей, статей, радиовыпусков и интернет-публикаций. Кто получил гран-при в 500 000 рублей, Рамиль Шайдуллин с церемонии награждения.
На сцене играют национальные инструменты, в зале большинство в национальных костюмах. Они приехали со всей России на день, отложив в сторону перо и микрофон. Это победители, финалисты и участники конкурса «Многоликая Россия». Их приветствует глава Комитета Госдумы по делам национальности Геннадий Семигин и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. Сижу и горжусь и радуюсь. Эта идея зародилась в Татарстане, в многонациональной республике. Обрела жизнь и становится все популярнее, интереснее, и нас это радует. Республика Татарстан – один из лидеров на сегодняшний день в России по развитию межнациональных отношений, по уровню стабильности, по чуткому реагированию, потому что в свою государственную национальную программу сегодня республика внесла корректировки, правильно расставив приоритеты. И на сегодняшний день многие должны приезжать и учиться в республику тому, как нужно выстраивать эти межнациональные отношения. Фарид Мухаммедшин наградил обладателя Гран-при. В этом году им стала корреспондент телеканала «Осетия» и Рыстон Ольга Абаева за документальный фильм о 91-летнем преподавателе, которого она встретила в лесу. Меня очень интересуют люди. Я их искренне люблю, и мне нравятся люди, которые преданы своему делу. Таких искренне любящих свое дело людей сегодня сотни. В этом году нам работы представили из 38 регионов. Мы получили более 800 работ. Это намного больше, чем в прошлых годах. Почему? Потому что с этого года мы работу еще принимаем в электронном варианте. Это очень интересно, на самом деле. Я читала некоторые работы конкурсантов. Это прям вау. Мне очень понравилось. Победителем в номинации «Цикл публикаций в печатных изданиях» стали газета «Кыим» и журнал «Кюрюлген» из республики Саха-Якутия. Главное, да, все это мы публикуем на своем родном якутском языке. Поздравляем победителей! Победу в номинации «Цикл телесюжетов» одержали наши коллеги из ГТРК Татарстана. Они отправили цикл репортажей про национальную кухню, одежду и традиции народов Татарстана. Каждый год мы принимаем участие в этом конкурсе. Он для нас традиционный, ежегодный, потому что тема многонационального Татарстана для нас очень интересная и очень важная. Дата не юбилейная, но все равно очень большое желание вспомнить людей, которые у истоков, отцов-основателей этого форума. Наверное, первым темп, который задал, это был первый президент Дмитрий Шарипович, который своим трепетным, чутким, но в то же время требовательным отношением к этому вопросу задал нам вектор. В этом году конкурс проходит в 14-й раз. За это время выросло уже новое поколение журналистов и даже подрастает следующая смена. Особое место на церемонии занял детский телеканал «Шаян ТВ». В год национальной культуры и традиций они подготовили свои проекты. Например, «Шаян Рассам». «Шаян Рассам» там у нас не только какие-то татарские рисунки, а в целом рисунки, посвященные разным народам и национальностям Татарстана. И не только. Настоящая изюминка церемонии – это вот эти уникальные фотоработы, в которых народы нашей страны представлены в самых необычных, но главное, естественных и непринужденных ракурсах. Вот так с занятым делом подольчане увидели настоящего бурятского шамана. А вот так на Ямале повстречали семью любящих оленеводов. Эта фотография стала победителем всероссийского фотоконкурса «Национальные праздники народов России». Автор Наталья Вальвач. В следующем году они отметят золотую свадьбу. Несмотря на такой почтенный возраст, они ведут по-прежнему традиционный кочевой образ жизни. Общий призовой фонд конкурса этого года почти достиг 2 миллионов рублей. Гран-при – денежный приз в размере $500 000. Рамиль Шайдин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. Сегодня в Казань приехала телеведущая и общественный деятель Арина Шарапова. Вместе с журналистами она обсудила сложную тему «Как не допустить попытки разжигания межнациональных конфликтов». Семинар традиционно проходит в рамках журналистского конкурса «Многоликая Россия». Арина Шарапова посоветовала СМИ больше освещать хорошие события, помощь волонтеров, лечение тяжело больных детей, решение проблем бездомных. Да, бывают тяжелые ситуации, не знаю, там горит дом. Но вот появляются вот эти огнеборцы пожарные, которые молодцы, которые быстро тушат, спасают всех людей. И в конечном итоге вот эта негативная информация становится не просто позитивной, ну, в силу обстоятельств нельзя так, конечно, сказать, но как бы она несет эффективность какую-то.
например, многие, прочитав, ребята, такую информацию, скажут, что я тоже хочу быть пожарным, потому что там спасают людей, ты становишься сразу героем. В Саха-Якутии открыли Казанский сквер и бюст великого татарского поэта, героя Советского Союза Мусы Джалиля. На церемонию прибыла делегация из Татарстана во главе с вице-премьером Василием Шейхразиевым. Парк разбили возле Якутского художественного училища. Решение было принято в 2022 году, когда в республике Саха проходили Дни культуры Татарстана. Здесь заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, туризма и развития бизнеса. Чтобы это место стало притяжением для города Якутск, для всех, кто сюда приезжает, неким таким музейным историческим местом. Нам очень сильно хочется, чтобы молодые девушки и парни назначали здесь свидания, признавались в любви, предлагали любовь и сердце, создавали здесь семьи. Появились новые традиции, дни рождения Мусы Джалиля, День Великой Победы, День города и другие праздники, которые свойственны вам, они тоже здесь проходили, и народ сюда приходил и говорил спасибо всем тем, кто построил, потому что появилась еще одна точка притяжения. Историческое событие, потому что Якутия и Татарстан связывают в нововековые узы дружбы и братства. Сегодня у нас в Татарстане проживает более 4000 татаров, которые объединены в общественную организацию «Татарский культурный центр Туган-Як». На территории Татарстана действует наше национально-культурное объединение якутов Республики Саха-Якутия. В 2021 году подписано соглашение о сотрудничестве между нашими республиками, которое сейчас реализуется. И в рамках этой реализации соглашения мы также запланировали проведение большого количества культурных мероприятий. В 2025 году Якутия примет 25-й федеральный Сабантуй. Он пройдет на стадионе Туймаада, конные скачки на ипподроме при Якутской государственной сельхозакадемии. Сабантуй по традициям схож с якутским праздником Исэх, но отличается содержанием. В следующем году федеральный Сабантуй примет Йошкар-Ола, после эстафеты перейдет Республике Саха-Якутия. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. Но я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки будет все так же тепло, осадков станет чуть меньше. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Арске и Богатых Сабах облачно, временами дожди и мокрый снег. Температура днем от 7 до 9 градусов тепла, ночью от 1 до 3 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах, Камском устье облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождя. Днем около 8 тепла, предстоящей ночью около 2 градусов мороза. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше днем теплее, до 10 градусов выше нуля. Ночью 1-2 градуса мороза. Ожидается облачность с прояснениями, возможны дожди. В Нижнекамске, Менделеевске и Меделинске днем до 10 градусов тепла. Ночью от 0 до 2 градусов мороза. Будет пасмурно, временами дожди и мокрый снег. Примерно такая же картина в Альметьевске, Бугульме и Азнакаево. Здесь пасмурно, дожди. Днем от 8 до 10 тепла, ночью от 0 до 1 градуса мороза. В туристических зонах нашей республики днем пока еще довольно тепло, однако осадки сохранятся. В Свияжске облачно, ожидаются дожди, 7 градусов тепла днем и 1 градус со знаком минус ночью. В Болгаре также прогнозируются осадки, но будут и прояснения. Днем 8 тепла, ночью минус 2 градуса. В Елабуге сохранится дождливая погода. Днем будет около 10 градусов тепла, ночью около 1 градуса ниже нуля. В Казани днем тепло сохранится, температура составит 8 градусов тепла. Ночью столбик термометра остановится на отметке 0 градусов. В течение предстоящих суток ожидаются осадки, будет пасмурно. Давление чуть выше нормы, 754 мм ртутного столба. Ветер северо-западный, около 5 метров в секунду. Влажность 69%. Магнитное поле Земли спокойное. По предварительным данным, в ближайшие дни температура в республике начнет понижаться. Это все о погоде. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. До встречи. Кеннерегазум Шлэблсон.